Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники конференции. Меня зовут Артема Кхан. Я учусь в 46-й группе на 4-м курсе по программе English Media. Тема моего доклада. Врачи и больницы в Индии во время COVID-19. В марте 2000 года Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемию. Правительство в Индии, медицинский работник и ученые делают все возможное в предоставлении медицинских услуг. Индийские врачи работают много, чтобы защитить народ. Медицинский работник в Индии объединение в Индийскую медицинскую ассоциацию. Врачи АМИ – это предание своему делу профессионали, и они всегда находятся в курсе последних событий. Первичное приемное отделение больницы. Руководство Индийской медицинской ассоциации выработали следующие рекомендации для индийских больниц и врачей во время эпидемии коронавируса. Защитите работающих людей в приемных. Используйте маски во время работы на приеме. Расскажите пациентам о способах борьбы с инфекциями. Всех пациентов следует спрашивать о следующем. Были ли у них международные поездки за последние 14 дней? Если симптомы респираторной инфекции, такие как лихорадка, кашель и боль в горле, в течение последних 14 дней были ли контакт с кем-либо с диагнозом COVID-19? Рекомендации амбулаторного отделения. Разрешить одному человеку сопровождать пациента в ОПД. Сократить число посетителей зон ОПД. Уменьшить время ожидания пациента. В ОПД следует соблюдать дистанцию. Не пускать посетителей с кашлем или признаками болезни. Посетители должны соблюдать гигиену рук и использовать средства индивидуальной защиты, например, маски СОС. В зонах ОПД должны быть размещены информативные плакатки о гигиене и защите. В ОПД следует соблюдать дистанцию. Стационарное отделение и рекомендации персонал больницы. Персонал больницы следует регулярно информировать о течении пандемии, сообщать о сотрудниках и пациентах ОПД с симптомами COVID-19, изолировать потенциально заразных пациентов для предотвращения контактов. Врачи должны наблюдать за пациентом, персоналом и посетителями на предмет проявления опасных симптомов. Менеджер больницы, в которых наблюдается рост числа респираторных заболеваний среди пациентов или медицинского персонала, должны немедленно связаться с местным отделением здравоохранения для получения указаний. Рекомендации для обслуживающего персонала. У пациента должен быть только один специалист по уходу за ним. В избежание заражения большого числа людей не должно происходить смены людей. Обслуживающий персонал должен знать о дистанционной гигиене рук и мерах личной защиты. Правила транспортировки. Машина скорой помощи должны соблюдать правила инфекционного контроля. Обслуживающий персонал должен адекватно защищать себя. Оборудование скорой помощи, носилки, стулья, сиденья следует дезинфицировать. Кислородный зонд из носа пациентов нужно утилизировать. Одноразовый материал нельзя и пользовать повторно.
Вестириста ислузование оборудования. Рекомендация для аптек. Необходимые лекарства, инъекция и предметы первой необходимости должны быть в достаточном количестве. В аптеках следует соблюдать гигиену рук и меры индивидуальной защиты. Вызов для индийских врачей. Чтобы не заражать свою семью, врачи перестали ходить домой и пришли жить в одиночные палаты. Врачи носят средства защиты боль 5-6 часов, что невыносимо. Они имеют повышение рабочей психологической напряжения. Лечиться улыбкой. Врачи и медицинский персонал имеют трудности во время этой пандемии, но они пытаются быть счастливыми и лечат пациентов с улыбкой. Они дают хорошие флюиды пациентам и улучшают их семьи. Это моя библиография. Спасибо за внимание.